Ассаляму алейкум, дорогие друзья, дорогие братья и сестры по нашей религии ислам. Сегодня мы находимся в очень необычном времени, необычном месте и необычном состоянии. Так как каждый мусульманин должен стараться обогатить свой каждый день каким-нибудь богоугодным делом, каким-то хорошим поступком, точно так же и сегодня я предлагаю вам подумать об одной прекрасной вещи, а конкретно о том дне, в котором мы сегодня находимся. Сегодня 15 октября 2012 года, а по лунному календарю это 30-й день месяца Зуль-Када, то есть это последний день месяца. И сегодня в 15:03 выходит новая луна, новый месяц, и это означает, что по лунному календарю начинается месяц Зуль-Хиджа. То есть это месяц, который обладает хаджем, месяц, в котором есть хадж, и это в общем месяц хаджа. Для мусульман это месяц особенный, он священный и запретный. В эти месяца нельзя притеснять и воевать, и кроме того, это один из 4 священных месяцев для мусульман. Особенной важностью обладают для нас первые 10 дней этого месяца, так как об этих днях даже говорится в священном Коране, когда Аллах Субхану ва Тааля в суре Фаджр, в суре Заря, в первых 2 аятах клянется зарей и клянется первыми 10 днями этого месяца. Некоторые ученые именно таким образом толкуют аяты «Валь-Фаджр валяялин ашр». Эти 10 дней обладают для нас особой важностью, так как в эти дни мусульманину желательно поститься. Первые 9 дней и особенно 9-й день, если в них будет мусульманин поститься, то он получает очень большую награду за это, так как будто бы он отпускает большое число рабов или же платит очень много милостыни. Кроме того, в эти 10 дней мусульманин должен стремиться еще больше приблизиться к своему Создателю, к своему Господу, путем еще дополнительных поклонений, поминания Всевышнего и так далее. А касательно того места, в котором мы сейчас находимся, это исламский культурный центр Аль-Райд в городе Симферополе. И в эти минуты рядом с нами в соседней комнате проходит конференция для паломников из Крыма. Мусульман, которые поедут в хадж в этом году из Крыма. Всего из Крыма в этом году поедут в хадж 81 человек, а с Украины в общей сложности около 160 человек. Альхамдулилля, это достаточно приличная цифра для Украины, так как мы находимся сейчас именно в таком положении. И находясь здесь, также призываю вас делать дуа за тех братьев и тех наших мусульман, которые отправляются в хадж в этом году, чтобы Аллах помог им и облегчил у них этот путь. И также, находясь здесь, мы просим паломников, которые есть рядом с нами, чтобы они тоже не забывали нас в своих молитвах. И призываю вас всех и себя в первую очередь, чтобы мы в эти дни поддерживали друг друга, еще больше старались попасть в эти священные земли, в Мекку и в Медину, и не забывали о своих близких. И также прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он помог нам проявлять еще больше усердия в эти дни, чтобы Он нам помог провести эти первые 9 дней в посте и еще в большем старании, в большем стремлении совершать хорошие поступки ради Всевышнего, ради нашего общества и ради нашего благополучия в этой и следующей жизни. Джазак Аллах хайр.